Мы 5 лет приезжаем в этот отель, 5 лет, вот одна и та же компания, здесь их встречаем. А они, оказывается, 25 лет сюда уже приезжают. А что, этому отелю 25 лет есть, что ли? А мы в Альвадону еще ездили, когда она была. А, да? А зачем вы, Найляпа, а зачем вы в один и тот же отель каждый год приезжаете? А мы больные. Вот номер у меня, вот здесь это как бы. Дома давление, здесь давления нет. Русский самолет Б-52. Б-52 готовится к прыжку. Russian Federation. Кукурузик-тар. Татарский. Даже ана теге қарайлы, спасатель келіп шықты резеда. Қорықты мужиктар бұндай. Әлбіраші пикірше баштағайдылар, оттары ұсты. Beautiful. Башкирский кукурузник он. А вы? А я ульянский байрактар. Ничего, сколько лет? Много. Мне 56. Тебе сколько? Хорошо сохранились вообще. Красавчик! Нет, у меня Это купальника ваш нет. Ту-154. Мой Ту-154. Ты что, не знаю, что ли? Это мой только может быть такой. По вашей рекомендации ношу сплошной купальник. Как похудела, так сразу начала носить сплошной купальник. Представляете? А до этого, когда была кончиком, я ходила в бикини, показывала свое прекрасное, сочное, круглое, пушистое тело и красивый животик. А сейчас вот, прикиньте, у меня там обвисло, тоже прям висит кусками, поэтому пришлось в старт купить сплошной купальник. Прикиньте, это вообще мой самый первый сплошной купальник. Представляете? Самый первый. Я до этого вообще в жизни не носила сплошные купальники. Знаете, где взяла? В Тезене взяла. Очень сильно понравился этот материал. Такой, знаете, не грубоватый, такой очень нежный, такой прямо к телу очень приятный. Сейчас я жалею, что еще другой цвет не взяла. Он в таком цвете, короче, красный есть и белый есть. Друзья, кстати, недорогой, 3000 стоит. Представляете, для такого купальника, я считаю, вообще очень крутой. Вот так он выглядит. Очень так классненький. Вот тут вот такая застежка. Сзади там завязывается еда, то, что тут на территории все включено. Ни за что не надо платить. И спиртные напитки мне здесь тоже очень нравятся. Ой, бляха-муха, как будто я пил. Альберт так говорит, что ему очень нравятся хорошие, качественные спиртные напитки, не бодяга какая-нибудь. И вот такие вот холодильники стоят, видите, вот с этими с айраном, с газированной и негазированной водой, сладкие газировки, соки даже можно взять. По всей территории отеля находится. В любое время можно подойти и из холодильника взять прохладительные напитки. Вот прикиньте, они целый день вот так вот на жаре с утра до вечера вот так вот пекут эти гюзлимешки. Вот эти две женщины. В прошлом году они здесь были, позапрошлом году. Вот, видишь, пот вытирают и дальше работают. Как они целый день так сидят, не знаю, в жаре. Но у них вон там вентиляция работает, но все равно это не помогает. Вот со сметанкой люди берут гюзлимешку. Вот такой вот гюзлимешка. Очень, кстати, вкусная лепешка. Да это, знаете, типа коктебы. Мы же делаем коктебы. Вот такая же фигня. Ну тут почти все напитки есть. Я вам и в прошлом году рассказывала, показывала. Кофе, чай, коктейли, каких только нету коктейлей. Вообще все, какие есть коктейли на этой земле, все в этом баре вам нальют абсолютно. Спиртные напитки, начиная от шампанского, заканчивая тяжелым самогоном. В бутылках стоят, у них очень такие дорогие, кстати, напитки. Но вот во многих отелях были, да, алкоголь не очень. В некоторых отелях не очень. Тут вот, я вам честно скажу, прямо очень хорошего качества. Ну, Альберт так говорит. Ну, зачем Альберт так говорит? Господи. Я и сама год назад такое, как говорится, перестала употреблять спиртные напитки. Так что могу сказать смело, да, нормального качества. Пиво у них очень хорошее. Бутылочное пиво есть. А бутылочное же пиво не во всех отелях, между прочим, дают. Во многих отелях только разливное пиво дают. Пойди.
Да, Гюльзамага. О, блогер пришел, блогер. Гюльзамага, брат, виски лояне. Барып үстелге оту. Бәтәс, гүзлемеға виски. Ұйықтап тұрмай бізде. Әймі? Шуңа ширек күнге келелер, но считается как 14 дней. Ұйықламағаш. Бәтәс, нифига себе. Йоқлама несің нетеді. Ана таларға даже полиция шақырғандар. Мылтек Ульяновский барыгаларға. Шалғай қып деп. Мен бүгін тұрғанда, олар тұралары шампанский ішіп. Ирден закон. Әйе. Етелемін. Әйе. Таңғы етілер шампанскиймен башладар. Пах. У них на завтрак не кофе, а шампанское. Гүзлеме без виски, гүзлеме на ветер. Альберт. Ну, ортаға жете байта. Раза па, два па, опа, падай. Чё, блядь, сен амыйми, блядь. Илдар все білем. Кімді қарама бүтәлі Илдар мұнда. Мен сені яратам. Этим нас не удивишь, когда будем машать там, наши мужья даже говорят нам. Ах ты моя старушка. Біз 5 жыл ошо табидан атылға келеді. И 5 жыл ошо компания біздің іргелі. Я қолай, ертенсе кесе баштайлар, evet. Йоқтап кеткенсі еселер. Біз уже йығылышы бітеді, олар хаман ереде танцевать. Сутки еселер. Олар йоқтап алалар едірек. Жиде башлагандар. Әймі? Оттығылар еді. Алардың деген советская школа. Советский Союз вақытындағы школа аларды. Аларды не перепьешь и не переплюнешь. Сегодня опять сняли павильон. Ну, не сняли, это подарок от нашего туроператора Эльвины. Раньше, Эльвина нам по одному разу давала павильон, а на этот раз уже 2 раза нам павильон предоставила. Вот, очень хороший туроператор, очень надежный. Я его уже сколько лет вам рекомендую. Мы уже много лет с ней работаем. Постоянно мне люди говорят, типа, а что вы на экскурсии не ходите? Ходите на экскурсии. Да что-то я вот куда пойду на экскурсии одна. Одной мне неинтересно ходить на экскурсии. А со мной никто не идет. Даже все друзья, вот, они не хотят ходить на экскурсии. Они хотят вот так вот балдеть и лежать на пляже. Им больше так нравится. Я хочу вот куда-нибудь на экскурсию, в горы, я не знаю, куда-нибудь лазить там по горам. Ну, такой активный отдых. А друзья мои нет. Не хотят. Она говорит, что павильон сюда подплываешь. А когда вы кадашем попадать, вообще съездите, очень лишь. Она вот Елена Рахмда. Урынай. Кепканы сезіп, ашпен сезіп тұрған, мұнда тұра тұрмын. Ол бабай саққат орда үрей. Сестері тұрпайған бір екен ештек бабай. Любовницағына бір где-то, наверное, или қатыны мекен рейс, да? Аяғын сыпа отырайын, қатырын. Не, қатының ғына аяғын хайпайдар мұны. Любовницалардың аяқтарын хайпаймайдар мұны. Любовницағына дасара кәлет, бір ұтып есәні берні. Бабайға хикен есәні берні. Бір-бірінің аяқтарын хайпайдар енді. Офигеть. И таких пар, между прочим, в отеле много, кстати, много. И знаете, турок паралар, турецкие пары. Я не думаю, конечно, что это его жена, я думаю, это его любовница. Ну, друзья, еду можно заказывать здесь до 3, а напитки до 4. И все, что ли? Да, обалдеть можно до 6. Потом может... Ну, и куда? Они с 9 утра обслуживают. А можешь бухать до 6. Вақыт пока өтмес электип, Альберт ана нейдер заказать екен, балықтар. О, вообще там вот это, морской язык проглотишь. И тут вишонки, они вообще с дороги не проехали, эти вишонки. Поэтому они вкусные очень. Вот это, друзья, грибы. Лично я несколько лет назад привез здесь, сказал, чтобы они так готовили. Поэтому они вкусные. С таким вот шикарным видом. Байский номер был, байская беседка. Қалған егіттер қайда? Знаете, енді кеше қатынамыз кеш. Біз самые живущие, оказывается. Біз мында уже мына пиво ішеміз, туда-сюда. И как в фильме «Выживший». Біз выжившие. Был выживший. Мы сняли вайн про местных отелевских алкашей. Ну, татарских. Поэтому не жалеем лайки и комментарии для местных звезд. Алкашей. Оставляйте свои комментарии. За самый лучший комментарий про алкашей Ильдар, наш сосед рыбак. Но он не алкаш, он очень серьезный человек. Просто он себе... Да, он здесь только себе позволил немножко расслабиться. Подарит вам ведро рыбы. Да. Ильдар, подаришь ведро рыбы за самый лучший комментарий? За лучший комментарий ты щука на беременна. Да? Ну, как
Поймаю инде. Я приехал на Карамаих со своей женой Алией. Вот они тачку арендовали, сидят тут, опоздали на целый час, как всегда. Я набрала еды, бананы, фрукты со столовой сперла. Мен хин, как всегда, инде бір сағатқа хундап келең, ай. Яратаң инде. Бір сағат мен там күттіріп қойдығыз. Почему? Это юл шундай, бит түгел, дорога Что за такая. юл? Дорога. Алла. Рюкзак менің ауыр. Анда мен столовойдан алмалар, нелер, банандар, худар алдым. Ладно, давай, пока. Нормально. А давайте поехали с нами. Эйкенем. Нормально. Какая программа? Сюда поездить. Туда-сюда поездить у них. Ладно, ол хәдір эсеу пляж. У нас столовойдан Согурда. Согурдан. Мен вообще капец, блин, яратам. Ой, как мақта. Мен білемін целый бар, қара. 7-Up. Мына Наилға пепси алдым. Еще сок істік. Еще сок алдым. Хылдар алдым. Бондай пепси. Я же всегда с собой еду и напитки таскаю. Чтобы в любой момент можно было, чтобы поесть, попить. Представляете, у нас в Уфе плюс-минус вот так же сделать, да? На берегу Белый, где вот Салат Юлаев, вот так поставить тоже столики. И вот чисто вот так чай подавать, там, покушать что-то. хочешь так организовать? А зачем? Бляха-муха, қалай қорқыңыз бұнда достар, қорағы басқа. Офигеть, бұнда обрыв. Обалдеть. Страшновато, однако. Ой, какая вода прозрачная, красивая. Весь үтте көрініп жатты. Вот это шикарно. Какая сегодня программа у нас? Карамай. Программа... Сегодня вот у нас есть гид, специально обученный, зовут ее Алия. Алия Бахр беды Стамбулда алып мозгили беды. Помните, нет, как Алия в Стамбуле нас этот вместо гида была, блин. Без неме ухала Алия говорит, Алия, это как? Алия, это что? Типа мы сами тур организовали, Айгуль Кельнин Мануэте, а в итоге Алия беден гид была, блин. Вот с таким шикарнейшим видом мы будем сейчас пить на Иль-Карамаих Манан кофе. Мои везде меня преследуют. Представьте, даже в Турции нашел меня. Я же говорю, он ко мне неровно дышит. Алия, ты видела, как он меня это делает? Алия, ты видела, какие он и фотографии со мной делает? Видела, да? С голыми ногами. Во-первых, это случайность. Ага, случайность. С голыми ногами меня сделал, представляешь? Как юбка киген қойғанда мені боттарды ялтыратып ұшайтып секси етіп отырып қойған. И фотография істеп ұшайтып. Во-вторых, такая задача не стояла. А какая задача стояла? Просто показать, там же ученикам это показывали, типа, как вообще возможности есть. И просто вот случайно так получилось, что вот так получилось. Вы же похудели, похорошели. Как Чего только я не делать похудела, вас секси? похорошела, миықтары бұны қывырдай баштаны. Вот так. Правильно, миықтары қывырдай баштаны. При живой-то жене. Алия, так что ты будь аккуратно. Балаларын қалдырғандар да әсәлеріне көрдігім мен. Будинкіні ашып денге көнде сесі отыралар. Әсәлері балаларын қарай. Баймақтан келіп, представляете ме? Они нянечку привезли с собой. Әсәлерін. Гүлеміш апай, әгер де көрсек бұл туристарды біліп қойғыз. Сіздің балаларыңыз рахатланып, мына денге бойында кайфовать деп, всякий пудинг-мудингтар ашып отыралар. Әйт балалар қарайсыз. Былтыр әсейде бит бар болғанда, бұнда тоже ашаны. Ай ма? Әсей бұнда яшағаны бар. Они вас берут вместо нянечки. Гүлеміш апай. Да шаяртам. Конечно же. А может и шаяртмайм. Гордысында ел yok, блин, и эссе, блин. А на побережье, блин, холодно. Ой, полиция. С машины, интересно, можно высовываться, нет? Не знаешь? Что-то, блин, моргая, говорит, папана. Об столб ударишься, вот уфоломоктан. А вы на сколько минут приехали-то? Мы приехали на 3 недели. 3 недели? Что вы собираетесь тут делать 3 недели? Ну, бит балар манялы. Кофе есіп текері жігідінде. Балар маньял тәудәйе. Әсәхі баларын қарай, бұлар рахаттәліп, побережьела кофе есіп тусалатса етіп текерілер, икәудәшіп. Наил мінән. Не поверите, это первый день, когда я, можно сказать, ничего не делаю. Потому что я приехал и все равно работаю. Ну, у меня ж Наил всегда работает. Мына Наил қайдағына йөрімәһәне Турцияла, Казахстанда, Дубайда, шарахатса етіп текеребет бүтін сетелдерді. Но параллельно эшлей. Он свой проект сейчас продвигает. И... Это же наш проект. И проекта. Представляете, ма? А, это наш проект, да? Это наш проект, понятно? Без, между прочим, обучение вердик. У меня даже там мой модуль есть. Даже Альберттың модулі бар. Ты знала, да, что Альберттың даже модуль Да, есть? я Видела смотрела. его обучение? Да, конечно. Интересно он рассказывает? Я даже не видела, как он Он так рассказывает. серьезно, ультраприлейно. Да. Не, он много чего знает, Альберт.
Кадр очень серьезно занялся искусственным интеллектом. Что даже, представляете, Казахстанға собирается кусып кетерге. Алар июньде. Мына даже бұлардың туғандары еще не знают. Анче будем күрәтмәң, әле. Сенің даже әсең білмәйін, что Казахстанға кусып кетеге. Гүлемір Жапай. Бұлар, между прочим, Казахстанға кусып кетіп баралар. Прикиньте, Баймақта туғандары әлияның білігі. Это я вам одна из первых говорю. Вы даже не знаете, что этим балларығын кусып кетіп баралар Казахстанға. В июне они планируют полное переселение. Представляете ма? Потому что, оказывается, Казахстанда это очень развит искусственный интеллект. Проекта. Ну, искусственный интеллект там очень сильно развит. И Наиль из-за этого, прикиньте, Казахстанға кусып кетіп бара. И семьяғын кусырып алып кетті. Бір дос Альберттің Хазандан. Шул айтты, Милоша апай, а чё хинте искусственный интеллектқа помощник нетмейін те? Чтоб контент тебе загружать, помогать тут. У нас, говорит, на работе внедряет искусственный интеллект и во всю бухгалтерияны ты сокращать 40% искусственный интеллект бухгалтерияны аппараты. Прикинь, нет, правда, нашу Хазандан достар айтты. Я вообще офигела просто. Ну, контент туранда меняет. Это что, возможно? В Телеграме, знаю, точно можно сделать, автоматизировать. Ага. ВКонтакте вроде бы тоже можно попробовать. А в Инстаграме? В Инстаграме под вопросом. Ну, посты, вроде бы, да, там автопостинг можно сделать, но вот насчет сторисов не уверен. Я сторисы хочу. Ну, Мне вот кажется, там мы сейчас и видео. до этого, наверное, уже дойдем, я так думаю, да. Бар, удар білмедір, где водопад. Меня экскурсия келгендер. Они в Стамбуле только местные. Они жили сами в Стамбуле и знают про Стамбул все. Вид можем делать, что местные. Офигеть! Какая мощь! Обалдеть! Какой водопад! Вот это красота! Вот это красиво! Это очень красиво, очень! Вверху только течет-то. На лодке люди подъезжают к водопаду, смотрите, друзья! Блин, я тоже так хочу! И местные туристы тоже так возят! Куда пропала лодка? Лодка куда-то пропала, друзья! А вон, выплыла, смотрите! Обалдеть! Вот это круто! Блин! Ну это очень опасный маневр, Туфат. Очень опасный. Там такой напор пойдет. Ну блин, я хочу туда. Блин, Наиль, что шундай экскурсия иштемәнең? Какой-то ситтен келіп қарап рыйдар водопадик-то. Вот надо вот такой экстрим. В следующий раз сделаем такой. Будет мотивация приехать. Тоже знал, что так можно. В следующий год они меня на лодке покатают. Они меня в этот день. На корабле, наверное, еще мощнее вид, да? Если будете здесь, друзья, да, то возьмите экскурсию на корабле. Ну, цель себе поставить, цель. Когда вот ставите цель, можно достичь ее. Если нет цели, то и достигать нечего. Это просто невероятный водопад. Вот это мощь. И вот это вот все хватает, представляете, вот море. Как красиво, а? Все-таки Анталия находится в очень красивом месте. Очень красиво. Это просто очень круто. Даже, видите, вот самолет пролетает, представляете? Как все красиво. Просто как-то нереально. Как будто это какая-то нереальная яичная картинка, как будто бы, да? Это правда? Вот я смотрю, да, и не верю своим глазам. Такое ощущение, как будто это какая-то нереальная картинка. Как будто это неправда. Блин, вот сейчас вот на этих корабликах, на этих покататься. Вообще было бы круто. Сейчас, друзья, офигейте, каким мощным потоком. Смотрите, вода выходит. Обалдеть, да? Вот это да! И вот впадает в море вот так вот. Вот это круто! И вот, здесь, наверное, глубоко, я так понимаю. Вот эта вот речка впадает в море. Вот такая небольшая речка на самом деле. Очень интересно вот этот вот мостик. Я вам локацию оставлю, где находится этот водопад. Это один из 2 водопадов. Красиво, да? Такая бурная горная речка, наверное, она с гор спускается. А что тут делать-то в жару? Вот я понимаю, у нас все сезоны есть. Зима так зима, валенькие шубки, Новый год, снег белый пушистый, дымок из трубы идет.
Весна, все цветет, осень, все желтое, золотая, осень. Падают листья, грибочки появляются, урожай, пшеница золотая. Да. Лето тоже у нас очень красивое, но короткое, конечно. У нас тоже, между прочим, очень вообще, между прочим, у нас круче. Потому что у нас есть 4 сезона, понимаете, уникальных 4 сезона со своей уникальной красотой. Все-таки Россия – это очень крутое место. Мы живем в очень крутом месте. Потому что у нас 4 сезона есть. 4 шикарнейших сезона. Снег, Новый год, дым из трубы идет. Под ногами снег такой хрустит. Дед Мороз, Снегурочка. Или весна, все цветет, зеленый, дождик льет. Или осень золотая такая, листья падают, грибочки, урожай, пшеница золотистая. И лето, хотя оно еще хоть и короткое, но лето тоже у нас очень шикарное. Лето, шашлычки, на речке купаешься. Ну вообще, все-таки у нас лучше, я считаю. Скукота. Поэтому тут люди такие как тюлени. Медлительные, нормальные, спокойные. А у нас почему люди такие импульсивные, такие эмоциональные? Потому что у нас все 4 сезона. Из-за этого у нас люди такие, понимаете? Это философия вообще. Я Я же тоже... философ от Бога. Ты вообще знаешь, я в другой жизни была философом и революционером. Меня Аделина так сказала. Она сделала тест, она делает тест на это, как там его, кем я была в прошлой жизни. Альберт был военным, а я была революционером, новатором и этим, как там его, философом. Итак, дорогие друзья, мы снова идем жрать. Мы только и знаем, что жрем и наслаждаемся красотой. Пьем и наслаждаемся красотой. Но пьем, имеется в виду кофе, чай. Мы опять идем кушать какой-то таук доньяхы тиян не местный кафега. Правильно? Даже переводить не надо. Таук доньясы. Оказывается, у нас вообще тоже такое есть. Представляете? Такое бюджетное, говорит, кафе. Очень, говорит, вкусно. Кормят, говорят. Можно дешево и вкусно поесть. Это котлета? Нет. А что? Ты сам сделал, это вкусно. Шницель называется. Шницель? Шницель это котлета. Ну, не Я котлетка. повар, я делала Не, шницели это в детском ты сам садике. делай, попробуй, это вкусно. Ладно, меня вот это тогда. Когда там? Натуральный. 155 лир стоит. Это мало от этого. Это мало. Бір бокал өсет. Бюджетный кафе тем было. Өсет или легум. Какой өсет? Өсет или легум меня Паша. А был купен трав? Был купен. Давай, пора. А это сколько стоит? Вот это. Это сколько? бесплатно тебе, давай, Это да? точно? Я тебе рекламу сделала. Да, Дуня, приходите, я сказала. Я тебе рекламу сделала. Давай меня вот это Спасибо, бесплатно. Валя. Я тебе сладкий приглашаю когда. Не, давай вот это меня Тарелки бесплатно. не можешь. Почему не можешь? Тогда давай лимонад мне 2 штуки бесплатно. Ты откуда приехали сюда? Из Башкортостана. У нас один бокал лимонада вообще 50 рублей можно попить. А тут 350 рублей. Горячие блюдалары осудрактора, чем лимонадтары. Давайте нам принесете. Мы все уже определились. Что случилось-то? Что это? Бесплатно дашь, Дави, лимонад? Нет. Почему? Я тебе рекламу Не могу, сделала. потому что я просто работаю здесь. Как можно я прихожу? Не врите, вы управляющий, наверное. Это? Ладно. Максимальная скидка башкұрттарға. Мен везде башкұрттарға максимальная скидка бар аптекере. Татарым, дарым болға башкұрттарға Знаешь, я- максимальная скидка. Ага. Мен всегда в живчике. Бүтін прямо шеп, қуанып, бүтін жерде үлгерге тырысады. Почему? Потому что бізде қыш ол. Если двигаться не будешь, заметишь. Айы, біз если двигаться етмәк, біз шақылдап, туңып қатабыз. Бір жерде өле отырған можем, Аллам хақтан тәубе. Ну, сын, если ты двигаться не будешь, прикинь, қарда, попробуй на 40 градусном морозе, без движения, айдап түркім, кетіп барға. Не сразу туңып өләсің. Это все менталитет, между прочим. Из-за чего біз самогон қоямыз? Чтобы йылын өрісі. И еселер біздің ердер. Почему? Потому что üşümez өсі. Ана Альберт üşümez өсін, есіп ята деньги выйдет. Надо попробуем. Вообще, потому что он этот натуральный. Болдары, Сейчас же здесь сезон апельсинов. Айттым бит, ярты И самое интересное, такой сок, он даже дешевле получается, нежели просто такой покупать. О, вообще красота. Her mehden bolдарын көрсетіп мұнда. Ярты бокал бол. Нам еду принесли, друзья.
Смотрите, какой огромный тарелка. Нeng башы, блин. Мен еще арман торговаться еткем болам. А тарелкалар это вообще капец огромный. Алия, нет. Нет, я не хочу. В смысле? Бірге ашайбыз, мен ашап алмайын бұны. Вдвоем будем кушать. У нас в целом обучение есть, но мы его сейчас немного переформатируем и сместили с 2 месяцев обучения в 3 недели. Вот самый сок давать. Задача научить, как делать контент. То есть у нас упор именно сейчас на контент. Если до этого мы давали, как работать с текстом, фото, сейчас упор на контент, как делать видео и самое главное, как на этом зарабатывать. Более того, самых лучших учеников мы берем сразу к себе в проект партнерами, вот в наш сервис нейросетей и плюс в наши пищевые добавки. Там нужны люди, которые будут делать контент и вместе зарабатывать с нами. Поэтому хочу провести прямой эфир, где вот рассказал бы, как попасть в эту академию. Цена приятно удивит, 100%. Цена очень и очень хорошая сейчас. Посолить точно надо, потому что они с солью не дружат, как мы. Мы быстро принесли здесь. А гранатовый это соус вкусняков, да? И вот это вот блюдо 700 рублей выходит, друзья. Так что тауық доне ғана келіп ашағыз. Прикинь, мен ағар екеуі машайым, ал меня даже, блин, отличный сок бермәні бесплатно ең башы, блин, жуму, да? Буфе, говорит, есть в Меге. Называется, как? Гагава. Гагава называется. Вот это да. Мне, знаете, что нравится? Түріктардың блюдолары всегда елемей халалары, от души. Но сколько Стамбулда елеме аша берініп. Порциялар дурывы. А бізде... Там салат первый, второй заказываешь, и все на первом уже. Вообще порцияны елемейді. Бізде бітей білем. Ресторандағы баха. Уф, таптай дұр төлкі. Ғылап берелер уже тіптейдігіне, түбінегіне бітей. Тоймайын да вообще ас жүріп қайтаңын şu ресторандар. Şu бешеный хақтар түлі. Я хотела пускать пиццу хотеть. Гидрели. Гидрели обсакать. Бояқ қайыралар, бір қырап қайыралар, бояқ қайыралар. Там же не кожа, но мне кожа короче, что ли. Мне не так кожа там обвисла. Мне кожа достаточно. Мне жир берет. А жиртың жиры не закачивать нельзя и народный. Свой только можно. Меня кельмаларға 8 часов закачать. Альберттің эсін менің күшке. Прикинь, Альберттің эсін менің күшке закачивать дәгәй. Сұрықтал өтәй. Неме хвостыңды сейстік? Не, волосы просто... Чего? Майланған хемсесті. Самое интересное, я вчера только вечером... Қара, хенің сәсің Альбертті қырын. Альберт күнде сәсін его, аның сәсі майлана. Между прочим, это правильно, Альберт Манаиль бір күнде туғандар. Представляете? А я думаю, на кого он похож? Он раздражает, бесит меня. На Альберта он похож, поэтому он меня тоже раздражает, бесит. Да шучу я. Хізді яратмайым, хізді мен жүріп атматынем. Мен Азамат Манаильді вообще полюбила. Мына қазір мен думаю, вот если мен хізден кетем, как я буду без вас? Хізге өрәмдім, блин. Вообще меня қиын болайын. Хіз меня уже как родные стали, верите, нет? Конечно, верю. Я от них хочу уйти. Зачем, почему, я потом расскажу. Пока не буду рассказывать. А может, я и не уйду. Кто знает. А может, и уйду. Я пока еще не решила. У меня 7 пятниц на неделю. Ничего, это все. Блин, Микей. Ники, Микей, я. Что хотел сказать? ничего не хотел. Говори. Блин, Өзің, мен елік шулайынем. Арқаға бес янған қарағдар. Қып-қызыл. Офигеть. Потому что ескенде ұйықтаған на пляже. Ну, вот еқламадым. А? Еқламадым. Фу, Альберт. Что? Чё? От тебе задохнуться можно, Альберт. Нельзя от меня задыхаться. И ты же юдак ба? А я? А? А я? Охренеть, Инен, за километр перегорится, Альберт. Угу. Ага. Первый вопрос. Чтобы самому перегнать автомобиль на самолет, сколько денег ушло, чтобы доехать до Хабаровска на одного человека? Ну, короче, 22 тысячи уходит на одного человека с пересадкой через Иркутск. До Иркутска летишь 4 часа, после Иркутска 4 часа. Перегон машины обошлось полностью где-то в районе 130 тысяч. Ошава, бензин, перелет, весь лайф. Это без гостиниц ты считаешь? Они в машине ночевали. Да, поэтому. без гостиниц. А если в гостиницах будете ночевать, еще дополнительные расходы. Подожди, Ну. подожди, я возьму микрофон, а то тебя не слышно. Блин, как вы меня мучаете? Смотри, какой микрофон. Питер, то, что он. Какой микрофон? Ну, Это духи. я А то не матюдень он. Устагафил, а то не мега уксагал. Блин, В смысле, это духи вообще-то? Заняло сколько дней?
5 суток ровно. 5 суток ровно, это вы спали в дороге или не спали? Это съема, как ты можешь ехать? Мы 3 дня спали, потом 2 дня не спали. Где дороги хорошие, где плохие? В каком месте обратить внимание? Ну, самые плохие Красноярский край и Забайкалье. Остальные нормальные там дороги. На что внимание обратить перегонщикам автомобилей, которые будут сами перегонять свой автомобиль? Безопасность и погода. Но ты же говорил, что там колеса дешевле, что можно там на зиму колесами закупиться в Ну, Хабаровске. Не Хабаровский, Уссурийский. Там насколько дешевле там липуны? Ну, порядка 2 раза, наверное. Вот, липуны 2 раза дешевле, чем у нас. Что с собой в дорогу нужно брать перегонщикам? Еще там все закупаетесь. Главное, чтобы бензин был всегда был, полбака хотя бы. Остальное не, чтобы в машине было все, и запаска, и все. Хотя у меня запаски не было. Потому что там, говорят, с заправками проблемы, дорогие друзья. Насколько дешевле получается перегнать автомобиль самому, чем отправить автовозом? 2 раза. 2 раза дешевле. Да. Но это не из-за дешевизны я поехал. Я поехал для того, что хотел увидеть всю Россию. Но имейте в виду, 2 раза дешевле выходит. Лучше самому перегнать, если у вас есть время. Ну, кому-то, чтобы этот пробег, чтобы не было у кого-то. Это же все равно дополнительно тебе 8 тысяч пробег. Это 80 тысяч километров занимает, да? Ну, 7800 километров. Ну, 8 тысяч тебе это и да. А то, блин, пишут и пишут, сколько стоит, а это сколько, а это что, блин. Вот и вся информация, дорогие друзья. Так что заказывайте автомобили. Автовозом, конечно же, я считаю, все-таки перегон автомобиля намного безопаснее, потому что мужа в дорогу отпускать опасно. Кто его знает, что он там делает, голодный, не голодный, холодный, не холодный. А автовоз уже не переживаешь, если отправляешь. Но 2 раза дороже обойдется. С вами была передача «Автолюбитель».